Это актуальное интервью гостя нашей передачи, депутат Государственной Думы Российской Федерации Данчикова Галина Иннокентьевна. Галина Иннокентьевна, добрый день. Завершается очередная региональная неделя в республике. Вот расскажите нам, где вы побывали и какие вопросы вы обсуждали на местах. Добрый день, Анастасия. Начну с того, что 4-5 сентября моя поездка состоялась в Верхоянский район. По сути, я всю свою трудовую деятельность, школьные годы провела в этом районе. И мои родители жили также в поселке Гихая Верхоянского района. Наши первые встречи, которые были проведены в районе, это встреча с главами сел, поселков, наслегов. Мы с ними обсудили те новые законы, которые были приняты, как сегодня положительно они сказываются на жизни моих земляков в районе. Обсудили вопросы по северному завозу, вопросы тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Задавались вопросы, как будет дальше продолжен или нет именно вопрос решения энерготарифов. Вы знаете, наверное, что внесение изменений в закон об энергетике, тарифы за счет помощи из компаний были определены на 3 года, пониженные тарифы. Сейчас есть поручение президента Российской Федерации, и я надеюсь, что эта норма будет продлена на дальнейшее. Коснулись, конечно, мы вопросов о повышении пенсионного возраста. Информации сегодня достаточно много, и нашим руководителям наслегов вполне понятна эта информация. Но были такие некие уточняющие вопросы по коренным малочисленным народам, по пенсиям по социальным мотивам. Это многодетные мамочки, 3 ребенка, 4, 5 детей и ряд других вопросов, конечно, возраст и то, что сохраняется сегодня досрочный выход на пенсию для жителей районов Крайнего Севера. Конечно, есть ряд поправок, над которыми мы сейчас еще будем работать. Это вопрос в соответствии с решением парламента до 24 сентября мы можем эти поправки подавать и обсуждать в рабочей группе, которая создана. Мы также были на моей родине, там, где я училась в школе, это в поселке Гихая. Сегодня, конечно, людей там очень сильно волнуют перспективы этого населенного пункта, учитывая, что в те далекие годы основной работой, которая была у жителей этого поселка, это была шахта. И, конечно, уже позднее это была огромная автобаза, которая занималась перевозками, по сути, во всей территории, обслуживающие северные наши районы. Сейчас этой автобазы нет, в основном это такие частные перевозчики. И, конечно же, жителей это очень волнует. Они задают вопросы, что с нами будет. Думаю, что с решениями, которые приняты на уровне руководства республики, конечно, по арктическим территориям будут приняты определенные решения. Для того, чтобы территории уже четко были определены, какие проекты будут реализовываться, чем будут заниматься жители той или иной территории. Если вот так вот подытожить поездку в Верхоянский район, то, можно сказать, она завершалась приемом граждан. И все те вопросы, все то, что мы видели в районе, они были сконцентрированы в вопросах граждане, которые мне задавали. Это вопросы есть у предпринимателей, то есть они хотят видеть более реальную помощь от государства, от республики. При этом они не являются такими масштабными, глобальными. Достаточно совершенно их можно решить. Вопросы, конечно, есть, и их, если так обобщить, чтобы мы не уходили в детали, это вопросы получения сертификатов
люди стоят давно на очереди, но больше даже не ускорение, а вот больше обозначали проблему то, что сегодня не очень внятна очередь. Просят упорядочить и навести в этом порядок. Есть вопросы, связанные с предоставлением земельных участков. Люди хотят строиться по многодетным семьям. Есть такие вот моменты. Но я думаю, что совместно с главой мы договорились, что сегодня они на местном уровне будут решать, что, собственно говоря, мы будем решать, я буду решать здесь, проведя ряд совещаний на региональном уровне. Давайте переместимся в Якутск. Вот многих якутян волнует вопрос строительства онкоцентра у нас в городе. Вы побывали на стройке, вот что вы можете сказать? Работы ведутся по графику, оборудование все законтрактовано, заказано. Я надеюсь, как обещают строители, объект в этом году в установленные сроки будет введен. И под контролем вообще практически ежедневным, еженедельным Министерства строительства и зампреда, курирующий строительный комплекс. Почему мы побывали на этом объекте? Я исходила из следующих позиций. Мы встречались с министром здравоохранения, и, конечно, для нас этот важный объект, который на языке у всех жителей нашей республики, и речь шла о строительстве второй очереди. Знаете, наверное, что уже вторая очередь, она, по сути, стройка начата, свайное поле уже начали осваивать, и сейчас останавливаться после ввода этого объекта просто нецелесообразно. Мы сейчас отрабатываем вопросы для того, чтобы эту стройку продолжить. Но чтобы это все продолжить, нам, конечно, без федеральных денег будет очень тяжело. Поэтому мы сейчас отрабатываем, и задавался вопрос Веронике Игоревне, что мы хотели бы, чтобы федеральный центр включил в национальный проект строительства нашего онкологического центра. И, конечно, вот там, где сейчас республика серьезно работает, это продолжение для решения нашей такой очень важной и острой проблемы, это переселение граждан из аварийного жилья. Вот это вот крупная программа, над которой мы сегодня должны работать. И наша задача кардиоцентр, наша задача онкологический центр, наша задача объекта инфраструктуры, это касается аэропортов и дорог. Вот в июне к вам обратилась инициативная группа обманутых дольщиков компании Черов ИК. В Якутске с вашим коллегой по Госдуме Александром Сидякиным вы провели совещание по вопросам защиты прав граждан, участников долевого строительства. Вот какие в этом направлении принимаются законы для предотвращения таких ситуаций? Вот такие законы по инициативе депутатов были приняты. Были, во-первых, проведены очень масштабные общественные слушания с приглашением непосредственно дольщиков на эти парламентские слушания. Они были очень широко и освещались, и достаточно широко обсуждались. Услышаны были все те люди, которые попали в эти трудные жизненные ситуации. И по итогу были приняты два закона. Один закон по долевому строительству и второй закон по созданию компенсационного фонда. Но то, что уже случилось на будущее, сейчас этими законами люди будут защищены. Это будут открыты определенные банковские счета сопровождения, это будут отчисления в компенсационный фонд, и в случае, если происходит ситуация с незавершением объекта, за счет этих денег можно будет этот объект завершить или выплатить средства участнику строительства. А те объекты, которые уже были когда-то, 3 года назад начаты, 4 года назад начаты и не завершены, такие объекты есть по всей стране. По республике Саха-Якутия это 9 объектов. По этим 9 объектам, в основном, совещание, которое проводилось, на этих объектах было сконцентрировано все внимание. Очень правильно выстроено было совещание.
Были приглашены надзорные структуры, были приглашены также те люди, которые сегодня оказались в этой ситуации. И очень совершенно правильно был выбран формат. Обсуждался просто каждый объект, и по каждому объекту принималось конкретное решение. Я надеюсь, что постепенно будут сформированы механизмы, и к концу года будет понятно, по каким объектам и как мы движемся. Ну, все, конечно, прекрасно понимают, что это взаимоотношения гражданина с застройщиком. И здесь государство просто находит варианты для того, чтобы решить вот эту проблему граждан. Они вложили свои деньги, они взяли ипотеку, они сейчас платят проценты и при этом не получили жилье. А по конкретным объектам, 3 объектам, связанные с Чержевым, с этой компанией, на мою предыдущую поездку ко мне обратилась группа жителей, которые на самом деле вложили в эту стройку, не получили квартиру и платят ипотеку. Мы договорились с ними, что в мою сентябрьскую поездку мы встретимся с ними там непосредственно на месте. Мы перед этим совещанием с ними встречались на стройке, обговаривали варианты. Ситуация там непростая, совершенно непростая. Она немножко даже сложнее с точки зрения взаимоотношений застройщика и дольщика в связи с тем, что нет руководителя. И есть вот эта проблема, кому все-таки это все передавать и как дальше двигаться. Но мы нашли с ними решение. Сейчас Министерство строительства отрабатывает механизмы. И я надеюсь, я буду держать это на особом контроле. По итогам этого совещания будет протокольное решение. Но конкретно вот по этим объектам, 3 объектам, это персональная, моя личная такая вот задача отрабатывать, чтобы люди получили квартиры. Сейчас, во-первых, сформируется реестр, но реестр будет формироваться с учетом того, что люди реально, гражданин реально принесет решение суда, и сформируется общий реестр. Дано поручение председателя правительства, председатель правительства дал поручение отрабатывать механизмы. Либо это будет решаться через субсидии, но посмотрят, как это будет с точки зрения экономики, может, это будет строительство дома. Ну, примерно вот так. Но все мы должны понимать, что, конечно, правительство республики, глава республики не оставят людей без решения этого вопроса. Галина Иннокентьевна, большое спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Это была передача «Актуальное интервью». Я напомню, гостем нашей программы была депутат Государственной Думы Российской Федерации Данчикова Галина Иннокентьевна.